У членов общероссийской организации «Кыргызский конгресс» новоселье. В Доме народов России им выделили офисное помещение. Легендарный Орузата, весь в орденах и медалях, в приподнятом настроении, заходит в конференц-зал, где собрались аксакалы кыргызской диаспоры. 95-летний ветеран давно не выходил в свет из-за пандемии. По дороге сюда он даже успел подстричься. Нам сейчас, старикам, чего надо? Внимание и здоровье. Мне же закрепленный врач, как увидит, как мама говорит, опять ходишь, лежи. Но когда лежишь, ребята, у меня отекают ноги. Дом народов России учрежден Федеральным агентством по делам национальности 4 марта прошлого года. До сегодняшнего дня его руководители заключили более 50 соглашений о сотрудничестве с различными организациями, работающими в сфере национальной политики. Мы с Кубанычбеком Шаралиевичем, как с президентом общероссийской организации «Кыргызский конгресс», подписали соглашение о сотрудничестве. Для нас это очень важно, потому что наша основная цель как раз оказывать всемирное содействие и общественным организациям, и федеральным национально-культурным автономиям в их деятельности по сближению всех народов, живущих в Российской Федерации. То, что большая диаспора тут собралась в Российской Федерации, она, конечно же, требует какой-то консолидации, какой-то культурной автономии. И вот то, что Российское федеральное агентство по народам России согласилось выделить вот эти помещения, это большое, в общем-то, для нас большое событие, поскольку у нас наконец появилась площадка для общения. С новыми идеями, планами и надеждами члены Кыргызского конгресса, как и все остальные соотечественники, с нетерпением ждут первого зарубежного визита президента Кыргызстана в Россию. Для нас это большой праздник, можно сказать. От этого визита все ожидают, что будут облегчения двусторонних взаимных поездок граждан, простых граждан, трудовых мигрантов. В первую очередь, конечно, это улучшение политических отношений, доверия между народами, между странами, между политиками. Благословение аксакалов получено. Многие из них стояли у истоков создания кыргызской диаспоры в России. Соотечественников они призвали к взаимовыручке, созидательному труду во благо Отечества и его граждан. Мирбек Молдакунов, Асхар Улан Улу, Алату 24, город Москва.